Всем мир, это Евгений Коваленко, и вы на канале Одно кино. One movie. One movie here. Знаете, глядя целиком на все три части Заклятия, а как раз таки вышла третья часть, хочется сказать, что две части не такие уж и плохие. Заклятие по воле дьявола. Это третий фильм из серии фильмов про заклятие. Дал очевидность, слава богу, ты прилетел. Фильм расскажет про леденящую кровь историю ужасающего убийства, которое породило даже самых опытных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов. Одно из самых сенсационных дел началось с борьбы за душу юноши, а привело к тому, чего они ни разу не видели за свою практику и не ожидали. Впервые в истории США подозреваемый в убийстве в свою защиту заявил, что был одержим демоном. Или дьяволом, кому как угодно. Измученная демоном семья и ведьмой, которая их прокляла, это дело для Уорренов, которые должны, конечно же, попытаться остановить или отправиться в невероятно затянутое нудное расследование в стиле детектива Магнума. Ну, знаете, были вещи, которые действительно могут понравиться. Это там всякие ведьмины штучки. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Мне кажется, это плохой пример, сигнал, что когда ты стараешься составить отзыв о фильме, все, что максимум, что ты можешь наскрести по сусекам, это, ну, там всякие ведьмины приколы, приемчики были прикольные. Ну, те, что мы видели в трейлере, да? Довольно четкие. Ой, нет, это моя жена. Ха! Обманул. Что сказать, значит, фильм не настолько хорош, по-другому и не скажешь. Хотя вообще сам фильм начинается на очень высокой ноте. По классике момент с выгонянием, изгонянием, посыланием прочь демонов, сцена экзорцизма довольно-таки занимательная. А дальше все начинает скатываться по наклонной, прям как популярные блогеры. И этот фильм запутывает даже больше не зрителей, а что ли самого себя. То есть непонятно, что хотели слепить из него авторы, творцы, да. Когда смотришь трейлер, думаешь, так, это фильм про какую-то несправедливость, драматическое выступление в суде. А нет, подождите, это фильм про преследование. Так, стоп, погодите, это фильм про одержимость. То есть это заклятие, изгоняющее дьявола из Чикагской семерки. Что происходит? Сама сцена в суде очень короткая. И эта завязка, просто короткая завязка для того, чтобы вытащить Уорренов на безумно длинное и скучное следствие. Не рассчитывайте на то, что это будет фильм о судебном деле вперемешку с там каким-то спиритизмом, сверхъестественными силами. Я должен был это сказать, потому что трейлер обманывает нас, и может кто-то подумать иначе. Сам фильм переживает трансформацию, да, когда иногда создатели стараются спустя 2 фильма или 2 сезона сериала какие-то вещи переиграть, поменять, добавить что-то новое, изменить структуру повествования сюжета. Здесь трансформация происходит не в лучшую сторону. Она здесь не сработала, как бы это хотелось создателям, да? Трудно понять, что им хотелось. Вспомним 2 части Заклятия. У нас есть дом, у нас есть семья, у нас есть демон. Мы все это перемешиваем и все снимаем с близкого ракурса. Всякие длинные тусклые коридоры или всякие приоткрытые двери в темную комнату сразу же заставляют нас немного понервничать. И как-то на подсознании мы говорим себе, лучше проспаться и закрыть эту дверь с утра. Такие трюки помогают держать зрителя в напряге от начала и до конца фильма. И зритель из кинотеатра с фильмом про дом, в котором живет демон, идет в обосранной трусне, да, куда правильно, в свой дом, где может быть демон. Третья часть Заклятия по воле дьявола заставит семью Уорренов поднять жопу с дивана и, походу, я повторюсь в 3-й раз, отправиться исследовать эту вещь, ту зацепку, там догадку, рассмотреть это поближе, поехать в это место, из него переехать в другое, следуя по хлебным крошкам, неторопливо, но уверенно двигаться в сторону разгадки того, кто же все-таки проклял эту семью. То в принципе могло сработать. Есть много фильмов и сериалов про расследование с участием сверхъестественных сил. Но в Заклятии 3 это не сработало. Он просто скучный и идет целых 2 часа. Он не страшный, каким должен был быть. И весь сок нам показали в трейлере. Ура, ура, я помню этот момент в трейлере. Вы закричите в кинотеатре. И все страшные моменты, которые случаются в фильме, они лишь для того, чтобы напомнить нам, ребят, ну как бы, привет, это фильм про одержимость, да? Ужасы.
страшно. И весь страх заключается в появлении лица демона, который пытается вырваться из водяной кровати. И даже когда демон в кого-то вселяется, это не выглядит страшно. Все, что происходит, это всякие сгибания, выгибания, хрусты и крики. Да, обычно такое происходит при одержимости, но это все, что он делает. Это Белиал, могущественный привязанный демон-осквернитель, сильнейший после Люцифера, также известен как ангел вражды и владыка лжи. А вот эта хуйня, это, не знаю, владыка сколиоза. Да, обычно в фильмах про дома с привидениями или одержимостью, когда присутствует сюжетная ветка с расследованием, обычно она ведет к какой-то тайной правде, да, истинной причине, корню проблемы, которая служит как ракетное топливо для тех ощущений, что мы получим, узнав эту истину, да, мы будем шокированы. И все дело в том, что присутствующие вещи, казалось бы, ведут нас к этому желанному, скрытому смыслу, да, к сумасшедшему твисту. Эти вещи всего лишь нужны для того, чтобы их расследовала семья Уорренов. Стоит ли смотреть фильм «Заклятие 3. По воле дьявола»? Я думаю, из всего вышесказанного становится понятно, что нет, не стоит. А когда фильм заканчивается, который, я повторюсь, идет целых 2 часа, ты сидишь и понимаешь, что от «Заклятия» тут только одно название, кино не вышло захватывающим или интересным. Там толком не было страшных и пугающих моментов, или хотя бы, отбросив элементы ужастика, да, хотя бы какие-то прикольные, интересные задумки или ходы. Фильм не стоит смотреть, он уйдет в небытие, определенно. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот отзыв, и пишите в комментариях свое мнение по поводу этого ролика или фильма «Заклятие 3. По воле сколиозного пацантре». Спасибо за просмотр. Пока.